В нашем историко-производственном музее акционерной компании «Алроса» рассказывается история возникновения, становления и развития алмазодобывающей промышленности Западной Якутии. Как первые геологи, советские ученые приехали сюда в 40-е годы, нашли первые алмазы, первые коренные месторождения алмазов, как был создан Трест Якут-Алмаз и как Трест Якут-Алмаз был реорганизован в акционерную компанию «Алмазы России Саха» и далее «Алроса». Здесь у нас личные вещи первооткрывателей геологов. Григорий Хаймович Файнштейн нашел первый якутский алмаз в 1949 году, 7 августа, на косе Соколиной, близ поселка Креснях Сунтарского района. Самый первый алмаз в России был найден при промывке рассыпного золота в 1829 году в Пермской губернии. И поэтому, конечно, советские ученые начинали свои поиски именно из Пермской губернии. Книгу «Биобиблиографический справочник» о наших татинцах, которые были первооткрывателями в той или иной области по республике. Мы тут вычислили, значит, 57 человек, фотографии есть их, кто первый герой соцтруда, это Дмитрий Фонович Сивцев, Платон Алексеевич Аюнский и другие по сей день, которые работают. Значит, этот биобиблиографический справочник завоевал в республиканском конкурсе на научном конкурсе первое место даже. Вот эту книгу я хочу вручить музею. Так, а вот оформление, да, нам дал Мандар Ус, его, наверное, вы все знаете, Борис Федорович Неустроев. Этот рисунок называется «Арт Горячего», то есть первооткрыватель. Это истинно якутский, вообще древний рисунок. И вот вам, значит, на память. Спасибо большое. Вручаем. С благодарностью принимаем.